вода, и вот вода. Озеро высохло на большой процент. В конце концов, зимой только здесь бывает вода, и даже когда идут дожди, очень быстро высохнет. 3 недели назад здесь была вот вода, была как море. 3 недели назад. И очень быстро высохла, теперь местами только. Зато, хоть при очень мелких дождях образуется автоматически соль. Можно, когда высохнет вода, соль поднимается на поверхность и его добивает. Здесь добивается несколько видов соли. Сейчас будем останавливаться в одной точке, где можно сходить в туалет, где можно снимать, сыпется. Вот здесь можно фотографировать или налево. А вот спереди туалет. Финики. Это как на асфальте, когда едешь, то же самое, кажется, вода на асфальте. Я думал, он раз когда Так он же говорит, разные виды миражей бывают. Самое большое соленое озеро в Тунисе. Сейчас высохло. А, конь. Думаю, что там издалека такое? Да, сейчас. Кстати, здесь выкапывают в соленых озерах эти розы, пустынные розы. Странные, конечно, скульптуры здесь. Дима меня бросил, хотела пофотографироваться. Озеро имеет розовую окраску. Здесь вот хорошо видно кусочек лужи. Финики стоят по 5 динар за упаковку. Но кто-то говорил, что финики тут лучше не брать, они вроде как не очень свежие. Не знаю.
несколько ветров, потому что в каждом месяце дует один ветер. Есть в год 12 ветров. Для каждого ветра есть свое название. В конце мая месяц и тоже в конце декабря особенно образуется роза, потому что в это время бывает пересечение до 6 ветров. И при пересечении несколько ветров образуются необыкновенные или особые смерчи. Когда смерч идет, летит песок и летит сон. И они вот как раз клеются, как система ударения ветром. Образуются. Значит, декоративные розы, конечно, коричневый цвет. Это их натуральный цвет, бывает еще крашеный. Каменных людей, сцены о люди обезьянов, африканосы, гомосапиени, тоже коллекция каменных оружий, остатки бывшему хозяину музея. Напомню, музей Шаквара открывал один из родственников бывшего президента Туниса во 2 году. И когда поднялась революция в 11 году, он бежал, он сейчас в Канаде живет, и от них все отобрали. Потому что они сами раньше отобрали оазисов у местных жителей. И сжигали, не все вот сжигали, но страдался особенно корабль Ноя, увидел следы пожара, который был в музее. Посмотрите, какой интересный здесь оазис. Только пальмы здесь растут. Пальмы, которые растут хоть в песке соломе. И можно поливать хоть солоной воды, все равно она плодоносит финики сладкие. При такого климата сухого. Другое дерево погибнет, не доживет ни в коем случае. Погибнет. Пальма доживет. Это символ гордости. Так вот, это у нас корабль Ноя, потом строительство для декорации и все. И он под руками ЮНЕСКО город. То получается, вот этот кирпич пользует только здесь Тузер. Нельзя пользоваться в других городов. Типичный для области Тузер. Есть несколько городов. Называем бело-голубой город, город художников под поддержкой и контроля ЮНЕСКО. Сиди Босаид, где появилось искусство андалузское впервые в нашей стране. Искусство андалузское, особенно в отношении к цветам андалузским, бело-голубым или бело-синим. Бело-голубый или бело-синий цвет остался самый распространенный. И он не типичный тунисский или арабский, потому что арабский цвет найдем желтый, коричневый, бежевый и красный. Их 4. Называем тоже цвет пустыни. Существует, но мало. Не забудем зеленый цвет, называется цвет ислама. А так характерные наши, это самые распространенные наши, это бело-голубые или бело-синий. Синий цвет моря и неба, и они одновременно приятные для глаза, для джари они вот помогают. Охлаждают жилье, защищают от муравьи, от ящериц, то играет разные роли. Тузер, место рождения главного поэта Туниса, напомним, его зовут Билгесем Шеби, фамилия, который написал тунисский гимн, портрет на 10 динаров. Тоже это место рождения самого высокого человека в Африке. 30. Он раньше работал в музее Шаквак. К сожалению, после революции, когда закрыли музей, он контракт получил в Лондоне. Может быть, кто-то был в Тунисе 10 лет или 12 лет назад, и, может быть, помнит Радуэль. Стоял всегда русский с ними и сфотографировались.
Это памятник одного из... Нет, это не поэт, поэт он в другом месте, недалеко от нашей квартиры, увидел. Это Ибн Калдун зовут, историк знаменитый тоже. Ибн Калдун. Кто знает Ибн Калдун? Абдуррахман Ибн Калдун. Не знаю, Абдуррахман Гасан Ибн Абдуррахман. Калдун написал тоже исторические книги. Еще не смотрят, чего куда идет. Да, везде вот эти кирпичики интересные. Скульптуру тоже увидел, это реклама для музея Шакон. Ганнибал хотел разрушить Рим, брал с собой 56 слонов, приготовил огромную армию из больше 100 тысяч солдатов и поехал в Рим. Проезжал Север Африки, Гибралтар, Картахена, Альпи, выиграл борьбу Рима, выиграл борьбу Ватикана и проигрывал последнюю борьбу против Рима. Похоронен в Турции. Палатки, катаются на квадроциклах полдня, на верблюдах, то закрывается сейчас туалет, потому что жарко. Подъезжаем в наш 10-звездочный отель. Похоже вроде, да, на 10 звезд. Как вам кажется? 6 оторвалось.